Здравствуйте, ребята! Урок естествознания, 3 класс. Сегодня на уроке мы с вами начинаем изучать новый раздел «Физика природы». Подраздел «Силы движения». И тема сегодняшнего урока – сила упругости. Цель урока – вы сможете исследовать силу упругости и приводить примеры ее проявления. План урока – наблюдение, проведение исследования, проверка знаний, итог урока. Наблюдайте. Обратите внимание на бревно, как оно изменяется под воздействием силы медведя. Посмотрите на воздушный шарик. Как шарик изменяет свою форму, когда его надувают, и когда воздух выходит из него. Верно. Бревно под действием силы медведя прогибается, потом возвращается в исходное положение. Шарик увеличивается в размере, когда его надувают. После того, как воздух выходит, он приобретает первоначальную форму. Проведем исследование. Поставьте, пожалуйста, видео на паузу и приготовьте линейку и ластик. Потом проведем исследование. Итак, возьмите линейку. Попробуйте ее согнуть. А теперь отпустите. Что произошло с линейкой? Верно, она приняла первоначальную форму. Теперь возьмите ластик, согните его, отпустите. Что произошло с ластиком? Правильно, ластик принял первоначальную форму. Подумайте, что произойдет, если распутать этот сантиметр? Замечательно. Он станет прежним, то есть приобретет первоначальную форму. Посмотрите на эту картинку. Ребенок взял в руки мяч и сжал его силой, применил внешнюю силу. Что произошло с мячом? Мяч изменил свою форму. Что произошло с мячом, когда внешняя сила перестала действовать? Правильно, мяч принял первоначальную форму. А какая сила восстановила первоначальную форму? Это сила упругости. Итак, сделаем вывод. Свойство тел восстанавливать свои первоначальные положения и форму называется упругостью. Сила, которая противодействует внешней нагрузке и восстанавливает форму тела, называется силой упругости. Работа силы упругости заключается в сохранении формы предмета, на который воздействуют, сжимают, сдвигают, растягивают, изгибают. Если силы упругости не способны справиться с внешними силами, то тело меняет форму или положение. Человек давно использует упругость тел в своих целях, например, лук для охоты или для спорта. Рассмотри схему и приведи еще примеры, как человек использует упругость тел. Это автомобильные шины, воздушные шары, надувные матрасы, длинные пролеты мостов. Свои примеры.
Молодцы. Изменение формы и размеров тела в результате внешнего воздействия называется деформацией. С помощью теннисной ракетки мы отправляем мяч. На ракетке сетка растягивается, то есть деформируется. Когда сетка восстанавливается, то мяч отталкивает. Посмотрите на эту картинку. Котенок лежит на гамаке. Котенок – это внешняя сила. Под его воздействием гамак растягивается, деформируется, то есть изменяет свою форму. Что произойдет, когда котенок уйдет? Правильно, гамак вернется в свое первоначальное положение. Деформация бывает упругая и пластическая. Упругая деформация полностью исчезает после того, как прекращается действие внешних сил. Пластическая деформация не исчезает после прекращения действия внешних сил. Давайте посмотрим видео. Обратите внимание на ель. Под действием ветра она склоняется, но сила упругости удерживает ее. Когда сила ветра становится больше, чем сила упругости, ель падает, то есть изменяет свое положение. Проверьте себя, где упругая, а где пластическая деформация. Выбрали? Проверим. Похлопайте себе те, кто справился с заданием. Улыбнитесь те, у кого есть ошибки. Теперь вы знаете точный ответ. Давайте рассмотрим. Упругая деформация – это лук. Когда ребенок отправит стрелу, лук приобретет первоначальную форму. Если птички улетят с этой ветки, веточка вновь приобретет первоначальную форму. Батут. Когда ребенок подпрыгивает, батут восстанавливает свою форму. Пластическая деформация. Вы видите баночку из-под Кока-Колы. Она не изменяет свою, она изменилась и сохранила свое изменение. Украшение. Поделка из пластилина. Пластилин деформировали, сделали так, и это сохранило свою форму. Человек использует и ту, и упругую деформацию, и пластическую деформацию. Проверь себя. Закончи предложение. Свойство тел восстанавливать свои первоначальные положения и форму называется упругостью. Молодцы. Сила, которая противодействует внешней нагрузке и восстанавливает форму тела, называется, правильно, силой упругости. Подведем итог урока. Давайте вместе со мной повторим основные понятия этого урока. Упругость – это свойство тел восстанавливать свою форму. Сила упругости восстанавливает форму тела и противодействует внешней нагрузке. Деформация – это изменение форм и размеров тела.
Деформация бывает упругой и пластической. Молодцы! Итак, поставьте себе самооценку. Урок прошел отлично. Мне было легко. Я доволен своей работой. Я понял тему урока. Тогда зеленый смайлик. Урок прошел хорошо. Мне было нетрудно. Я доволен своей работой. Я должен повторить. Тогда желтый смайлик. Урок прошел плохо. Мне было трудно. Я недоволен своей работой. Мне нужна помощь. Выбрали? Надеюсь, что многие из вас выбрали зеленый смайлик, возможно, желтый. Ну а если выбрали красный, то тогда вы заново посмотрите этот видеоурок, и я верю, что вы усвоите тему. Окончен урок и выполнен план. Спасибо, ребята, огромное вам за то, что упорно и дружно трудились, и знания точно уж вам пригодились. Домашнее задание. Страница 120-122. Прочитайте этот материал. Спасибо за работу.